Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусная», канал IQT24, с вами Петр Цепандин. Как видите, мы находимся в ресторане Red and Green, со мной, как обычно, Семен Тарбахов. Здравствуй. Семен, приветствую. И к нам сегодня пришла финалистка второго интерактивного песенного телевизионного конкурса «Вот это да!» канала IQT24 нашего телеканала Мария Таврат. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Я знаю, что вы еще вчера не знали, что будете участницей нашей передачи, тем более, что так быстро приняли предложение наше. Спасибо вам большое. И учитывая, что у нас кулинарный концепт, мы его называем кулинарное ток-шоу, чем вы к нам сегодня пожаловали? Чем будем готовить? А сегодня мы будем с вами готовить сытный ПП-завтрак. Это будут гречневые панкейки. Ключевое И- слово ПП. Да. Так. И сытный а-ля грузинский салат из фасоли, перца ну, и Два остальных вида. ингредиентов. Да. Почему выбор пал именно на это? И вы сразу почему-то сказали ПП. Вот это что? Правильное питание, потому да, что нет, я... ну я имею в виду, Ага. что вы как бы щепетильно относитесь к тому, что вы кушаете, да, или как? Ну, стараюсь, конечно, щепетильно. Я к этому пришла примерно год назад, наверное. До этого ела все подряд. Так. Просто и торты, и кока-колу, шоколадки, сникерсы и так далее. Ага. Вот. Но потом, когда начала заниматься спортом, я при помощи своего тренера поняла то, что Не все я полезно. то, что я ем. Ага, ну и- да. да. И Ага. после этого моя жизнь круто изменилась. Я очень похудела, постройнела. Я поняла, что у меня есть не только жирные мышцы. Ага. Поэтому я бы хотела как бы пропагандировать А уже вот так, правильное питание. вы готовы это делать, да? Ну, Ну, то есть, как конечно. бы, то, что вы сейчас будете готовить, именно ложится вот в эту, Да, скажем так, канву. и я хочу доказать людям то, что правильное питание это не всегда про листья салата зеленые, Ну, как что бы, ты как будешь многие голодать. думают, да. Да, на самом деле я ем много, Ага. очень много, до такой степени, что я иногда сижу ночью и доедаю то, что не смогла съесть. Ага, ну так как оно правильное, оно не откладывается, либо вы все сжигаете жестко в спортзале. Все сжигаю в спортзале по возможности. Ага. Плюс еще мне очень повезло, что на учебе у нас есть предмет такой, как хореография. Ага, ну то есть Вот. вы там успеваете двигаться. Да, Да, мы об этом о всем поговорим. Да, а сколько времени требуется вообще всего этого, что нужно начать? Ну, я и спрашиваю, потому что, ну, у нас как бы телевизионный формат, ну, то есть нам надо успевать. А времени понадобится на самом деле очень мало, так как я ленивая и готовлю очень простые блюда. Но мы с вами растянем во время разговора. Вы очень скромная и сразу такое признание, да? Я очень не ленивая. Да. Скорее всего, это не так. Ну ладно, давайте начинать и попутно сразу про первый вопрос, про конкурс. Во-первых, поздравляю с Спасибо очень большое. блестящим, очень успешным выступлением. Я знаю, что телезрителям расскажу, что вы победительница СМС-голосования. Ну, так скажем, так это приз, скажем так, зрительских симпатий получается даже, да? Верно, Да. но не совсем, Финала, потому да. что Ну, якутского я, финала. да, финал именно якутского выпуска, да. да. Я абсолютно не ожидала то, что меня выберут Как так, да? зрители. Ну, Да. то есть вы не говорили там маме, так, мама, отправь СМС. Нет, нет. Нет, такого не было? Нет. Ага. Ну, то есть, Ну, ну, так мама, получилось. конечно, сама отправляла, и тетя, Ну, там, конечно, да. И семья тети, и вся, знакомые, да, и все близкие да. отправляли, и вы, Но наверное, целенаправленно того, чтобы за меня там кто-то голосовал, я этого не делала, потому что у меня не было цели попасть прям в финал. Мгм. Вот. Для меня это уже было большим достижением, то, что меня пригласили на телевидение, Вообще что я стала уже, как да, бы так, участницей республиканского конкурса. Это же Так. ого-го. Ну да, Меня да, показали в телевизоре. да. Да, и на самом деле там были для меня как бы, да, более достойные участники. Но я, Мгм. конечно, не говорю про себя, что я там самой не очень была участницей. Мне понравилось мое Ну, выступление. Я ну да. критично отношусь к себе. Понравилось. Ага. М, Так, конечно, были минусы, которые подчеркнуло жюри. Я Мгм. совсем согласна. Мгм. А вот вчера я уже такая подумала, вот уже такой интерес был, а вдруг, может, за меня тоже проголосуют. И уже стала, ну, отправила там по группам, вот проголосуйте, посмотрите. Мгм. Но, к сожалению, в этот раз уже не вышло, потому что время было все-таки ограниченное. Вот. Мгм. И участница, которая выиграла приз зрительских симпатий, она действительно, она это заслужила. Мгм. Как и финалистка, которую выбрали жюри. Хорошо.
Ну, тем не менее, вы как вообще пришли, как узнали о конкурсе, как вы туда попали вообще? Мне предложила моя педагог Мгм. по вокалу Зоя Мгм. Петрова. Просто, можно сказать, поставила перед фактом. Да, говорит, вот такой конкурс, иди. Да, И вы сказали, хорошо. хорошо, а Ага. что Или мне вообще, оставалось я тебя делать? записала, а завтра идешь. Да, завтра. по сути, да, кстати, так и завтра у было. тебя конкурс. Вот так, да? Да, Да. Завтра занятие 8. Кстати, у тебя завтра конкурс. Вот так, да. примерно так оно и было. Ага. Неделя вообще была бешеная, но я справилась. Может, мы начнем? Так, да. Здорово. Мы Да, потихоньку начнем. давайте начинать, Я а как то мы понял, за надо уже разговорами можем не Да, успеть. курочку нужно поставить вариться, она будет вариться Да, примерно потому что минут я 20. видел, что вы Мгм. воду уже поставили, вода уже закипела, семья у нее Можно выключил. прям так, наверное, закидывать, да? Да, Заложить. да. Курочку аккуратно. Ага. Да, вот эту тарелку мы отложим. И она Так, будет пока кипеть. она у нас варится, мы начнем готовить, Посолить наверное. или что, не надо? Нет, посолим в конце. Я Хорошо. всегда, не знаю, почему солю в конце. Мгм. Так, давайте начнем, наверное, готовить панкейки. Да. А с овощами? Может, пока Ну, с овощами, почистить? с овощами, Может, с как-то овощами. нарезать? Можно пока просто их почистить. Для того, чтобы не торопиться, мы просто их почистим и положим. Хорошо. Мгм. Для этого нам нужно взять гречневую муку и Специальная мука взвесить какая-то. ее. Ну, то Да, есть я предполагаю, что это с гречкой. это из гречки, да. Так. Как вы угадали? Ну, по названию. Да, ну Гречневая. вот. На самом деле это было сложно. Но гречневая мука, она более полезная, чем обычная Ну, вообще, пшеничная. гречка из круп считается самой полезной. Самая Бо- полезная, она больше выводит всех витаминов, отеки. минералов Да, и прочей. Да, И ее кушают только в России. Ну, практически в России. да. Ну, это же хорошо, это Ну прекрасно. да, потому что в других странах ее не знаю. Когда же была пандемия, все запасались туалетной бумагой и гречкой. Да. Да? Правильно делали. Ну да. В России ведь две проблемы. Да. Можно, как говорится, кушать гречку и больше ничего не надо. Ну, чуть ли не так. Ну, я вам скажу так, что последние 2-3 недели я ем только гречку. Ага. Не надоедает? Нет, не надоедает. Гречка такая вкусная, я очень люблю гречку. Ага, да. Моя супруга любит гречку. Так, нам нужно 100 вы грамм. на вес Да, будете, давайте да? мы. Это вот как-то вот так, обнулятор. Она и на цвет, я вижу, да? Очень приятная. Ага, ну вот как гречка. Все, почти 100 грамм. Упс. О, О, глаз алмаз. я уже набила руку. Да, давайте. Ну или туда складывайте. Мгм. Так, 100 грамм гречневой муки. Я взяла 4 яйца, так как думала, что мы будем делать вдвоем. Да, Ну, но, наверное, тут оказался Семен, и как бы надо. Да, и, наверное, мы возьмем все-таки 2 яйца, потому что 4 яйца, возможно, это будет слишком много. Ага. Вот. Так. Мусорное ведро. Гречневым панкейкам нас научила наш тренер этому рецепту. Мы постоянно делимся друг с другом рецептами. Кто Ага. что найдет, потому что правильно питаться это легко, но в то же время нужно постоянно искать какие-то новые рецепты. Ну, чтоб не По- надоедало. Да, чтобы не надоедало, и подстраивать обычные типичные рецепты под себя, потому что, например, какие-то мероприятия проходят, хочется тоже поесть, как обычный человек, да, вместе со всеми. Можно прийти со своим салатом, вот, например, вот сегодня гречневый Ну, то есть, как этот вы салат можете будем испытать какие-то трудности, допустим, если вас пригласят на какой-то юбилей, на свадьбу, на торжество, вы придете, а там все, что есть, приготовили, для вас не подходит. Может такое Ну, случиться? на самом деле не настолько все будет привередливо. Допустим, со своей едой вот так прийти на юбилей, на свадьбу может только спортсмен, который находится на сушке. Я еще не спортсмен, который находится на сушке, поэтому я приду на юбилей, на свадьбу, приглашайте, кстати, и буду есть вашу еду. Ну, такого прям Нет, и я жесткого не такого буду там нету. показывать всем своим видом, что ой, я вот это не я не ем, то, то я не не сё. ем. Ну, Да, да-да-да, я ага. буду есть все. Ага. Это чуть Ну, не- если да. профессиональный спортсмен, да, конечно, там предполагает, что только это и все. Да. Хорошо, понял. Ой, у Ой. нас там кипит. Да, это кипит, можно вот, Еще. огонь чуть-чуть еще убавить. Курица Сколько закипела. зубчиков нужно чеснока? Где-то, ну вот 3 достаточно будет, чтобы остро не было. Ладно. Так, Так. Можно я? да, конечно.
Так, водички вы добавляете. Обычно в панкейки добавляют молоко, но молоко это тоже продукт, который вызывает отеки. Вообще к молоку я отношусь так неоднозначно. Ну, вообще, после 18 молоко вообще, говорят, можно и не... Да, потому что как бы очень распространено то, что лактоза с возрастом не усваивается. Не усваивается, да. Ну, то есть в организме человека, есть, взрослого, Да, и потом на кишечник. перестают вырабатываться ферменты, которые лактозу переваривают. Это так? Вроде как так. Да, Может, овощи да, как-то всё можно верно. подрезать? Да, Соломкой? соломкой, Давайте. тоненькой соломкой. Хорошо. Между делом. А, А вот возра- я хотел задать вопрос, да? Да. Если у вас, я вот слышал у людей, которые там сейчас занимаются очень активно спортом или сидят на диете, у них есть такие дни разгрузочные, где они могут позволять себе все, да? Ну, конечно, есть. Что вы в этот день любите себе позволить? Или, может, у вас есть какое-то любимое блюдо, но кушаете редко, или, может, у вас есть свое коронное блюдо, которое готовите по праздникам? Нет, я люблю ходить в одно очень известное заведение и заказываю там том-ям. Мгм. Ем том-ям, и прямо наедаюсь. Еще люблю съесть плов. Сами Вот. готовите плов? Сама плов не умею готовить, к сожалению. Как бы за такими вещами нужно ездить в специальное место. Ой, я забыла разрыхлитель. Я думаю, ничего страшного не будет, если я его добавлю Да. сейчас. Прямо сейчас Да. добавить. Где А он? где он у вас? Вот он. Буквально на глаз, чтобы так. А вообще любите готовить? Готовить люблю. В свободное время, да, почему бы и нет. Вот, например, перед телепередачей я готовила. Утром рано встала, отвела дочку в детский сад, прибежала, и буквально у меня оставался час-полтора до прихода в студию. Я приготовила курицу карри. Ну, пока без гарнира, то есть домашние сами там решат. Для супруга тоже все взвесила, подсадила его тоже на такое питание. Мы все взвешиваем в программе в одной. Ну то есть вы приложении. прям подсчет КБЖУ, то есть, ну, Да. как бы довольно основательно к этому подходите. Да. А как супруг к этому относится? Он тоже занимается фитнес и прочее? Да, он тоже занимается в тренажерке. Мгм. То есть, ну, он сначала не хотел этим заниматься, даже не то чтобы не хотел, желание было, но не было возможности. И на самом деле, как оказалось, возможность была. Ну да. Вот. Он сразу, ну, как бы отмазывался, то, что у меня работа, да когда я буду все Некогда мне успевать. это. А потом увидел, как меняюсь я, меняется мое тело. Возможно, ему стало немножечко неловко даже. Но нужно соответствовать. Ну. И тоже пошел в зал. Вполне успешно. Уже такой крупненький стал. Он вообще у меня худой вот такой был. Был. Все думали, Ага. то, что я его объедаю. Ага. Да, пришла жена, все мясо дома съела. Вот. Так, ну это оказалось не так. Оказалось, это не так. Все ясно. Так, а возвращаясь все-таки к конкурсу, какие вообще общие у вас впечатления остались после конкурса? Вообще у меня была какая-то эйфория, не знаю, мне очень понравилось участие. Это первый опыт вообще, да? Именно конкурса. Ну да, вот такой песенный конкурс именно. Я когда-то в студенчестве участвовала в конкурсе. Там, как-то же он, «Золотой голос Сергеляха», по-моему. Я тоже помню, что это так. конкурс, да? Да, это было яркое выступление. Ну, тоже обошлось сертификатом. Вот. Потом участвовала в конкурсе караоке. Тоже с сертификатом. Так. То есть я как любитель А как давно поете вообще? Как вы начали петь? начала петь. Я, ну, именно прямо так, чтобы нравилось, прям сильно, да, вот. Ну, я не знаю. Ну, вообще, когда? Все люди же поют, да? Ну, то есть некоторые просто поют, но, скажем так, стесняются. Ну, поют в душе, поют в машине, поют подпевая, радио и все прочее, да? А бывают люди, которые это уже выносят на чуть-чуть другой уровень, начинают в караоке петь, некоторые уже хотят петь, чтобы среди застолья, когда говорят после тоста, музыкальное поздравление, говорят, пусть у нас споет условно Маша, потому что она хорошо поет. Ну и не стесняются, выходят, начинают петь. Ну, если не считать Как в вашем именно случае? караоке, Да. я пела где-то в глубине души, наверное, просто пела. Мне нравилось слушать музыку всегда. А когда я участвовала в конкурсе студенческом,
Ну, я тогда не ходила, как бы не пела просто так, да, там не повторяла что-то. Просто услышала песню, запомнилась она. Потом я именно для конкурса стала ее учить, Добавляем спела. сюда. Да, можно уже добавить, конечно. Всё? Как быстро вы все сделали. Всё, да? Да. Он такой. Поэтому его надо занимать чем-то обязательно. Ну, вы не торопитесь, иначе мы Ну ничего. эфирное время не растянем. Раз и в дамке. Мы можем все приготовить, потом стоять кушать и общаться дальше. Ничего страшного. Сахар, что он очень углеводный, поэтому для выпечки я использую сахарный заменитель. Но это не Сукралоза. обычный, а это эритритол и сукралоза. В нем 0 калорий, 0 сахара, Да? Но она передает сладость. слаще сахара. Вот Слаще? видите, да, смотрите, вот ложечка буквально совсем маленькая. Я добавляю. И все. Ну, можно даже еще чуть-чуть, кто Да? любит сладкое. Все, этого будет И достаточно. будет как будто сладкое. Ну, то есть Ну, сахар. не как будто сладко, будет очень сладко. Да? Да. Но при этом 0 углеводов, говорите. 0. Интересно. Да. Так, я же все добавила сюда. А что для вас тогда пение? Пение для меня это выход эмоций. Я человек очень эмоциональный, могу иногда не сдержаться. Я часто плачу, Так. смеюсь без причины. Признак дурачины. Признак, да. Ну ладно, Да. ничего. Ну, Вот. Ну и как бы и агрессия, злость, конечно, все, вообще весь спектр эмоций испытываю всегда. ага. Ну а песня, она помогает как-то с ними бороться. Ага. Вот. Когда мне очень-очень грустно, я могу начать петь песни, которые придают мне Чтобы сил, да, поднимает пережить дух. момент и все Да. прочее. Да. А какие песни вам нравятся? Ну, допустим, есть у вас любимые песни? Ой, песни мне нравятся абсолютно разные. Есть любимый певец, любимая песня, например? Прям совсем любимых Какой-то у меня жанр, я не нет. знаю. Нет, определенного какого-то все-таки нет. Да? Бритни Да, Спирс, я Кристина мила. Агилера, Ну, они тоже, конечно, нравятся. Валентина Толкунова, я не знаю. Все нравится. Да? А, Да. Ну, современная музыка, конечно, не вся. Ну, да. Не знаю, это может Ну, это обычно же возраст б- уже обычно же дает о бывает себе так, знать. что песни молодости, музыка, которая, когда у нас мы взрослели, когда уже начинали осознавать, кто я есть, ну вот молодость, да, обычно это ассоциативно вот так где-то вот в подкорке остается, и это, ну как бы так, любимые песни, ну, песни нашей молодости, скажем так. У вас есть такое вообще? Ну, знаете, бывает такое чувство, когда слушаешь какие-то старые песни, Мгм. очень старые, допустим, Да. даже 60-х годов, Да. 50-х. И такая тоска берет просто. Такое ощущение, что это песни моей молодости, хотя в то время не планировалось ни меня, ни моей мамы, Ага. там только бабушка, Ну возможно, да, заходят была под- песни и все. Да, и просто вот до такой степени вот пробирает. А именно вот песни, которые из моей юности, из моего детства, что это? Это сборники «Союз 96», Да, Союз 90. «Золотое кольцо», Да. «Иванушки», «Интернешнл», Ну. Алла Пугачева. Кассеты. Не шибко-то как-то трогает. Мгм. Вот. Ясно. А чем вы вообще в жизни занимаетесь? Вы сказали, что вы не профессиональная певица, правильно? Нет, конечно, Да, до ну, этого еще чем- как до луны пешком. Да, ну и что, ну все впереди, как скажем Включите, так. пожалуйста, мне плиту. Это включить Да. максимально? Ну, нет, все-таки, наверное, средний. Да, вот так, наверное, достаточно будет. Даже Ну, я почему-то поменьше. думал. Семен, мы правильно это сделали, что сделали вот столько цифр? Еще даже меньше? Мгм. Сейчас. Спасибо. Быстро нагревается? Довольно быстро. И уже можно Более-менее. жарить, да? Ну, я обычно вот так проверяю. Да, Не обожгитесь. примерно. Осторожно. Мгм. Ну, чем вы занимаетесь в жизни, по жизни? Ваша история жизни, скажем так. У нас вообще это рубрика, мы об этом говорим в начале передачи, да? Чуть-чуть о себе расскажите, пожалуйста. Я закончила педагогический институт СВФУ, кафедра социальная педагогика. Моя сестра тоже закончила. Да, здорово. Привет ей передавать. Одни из первых выпусков 90-х еще. Нет, я закончила в 2013 году. После этого я поработала не по специальности, но педагогом я была в детском саду, в частном детском саду. Мне ужасно не понравилось. Нет, Так, почему? работа с детьми мне просто нравится, просто вот безумно. Ну, Но работа с родителями,
Родители просто считали, что если ты работаешь воспитателем в частном детском саду, то они платят деньги лично тебе в карман. Ага, и могут делать все, что, все, что Да. хотят. А так как я была только выпускницей, это был 13-й год, я получала зарплату 15 тысяч рублей. Ну, немного. Работала с 7:30 до 7:30. Родители, это же частный сад, могли прийти за ребенком и к 8 часам вечера. Как бы не извините, ничего такого. Я проработала там буквально 3 месяца. Потом Эмоционально тяжело. очень, очень было. Я даже уйти оттуда не смогла Ну да, сама. Меня муж оттуда забрал. С утра до вечера там как пчелиный рой. Да. Я представляю себе. Да. Потому что у меня есть племяшка, я иногда из садика забираю и представляю, что там происходит. Так. После этого я решила попробовать себя в другой сфере. Я пошла в кредитную организацию. Ага. Проработала там очень долгое время, с 13 года по 19. Мгм. Вот. А в 19 году я, когда отвела дочку в детский сад в ясли, мне предложили там работу тьютором. Мгм. Это специалист, который работает с детьми-инвалидами. Мгм. Мне очень понравилась эта профессия. Я просто, не знаю, для меня все дети, они одинаковые, они равные. И когда я вижу, как они растут, как они развиваются, я просто, ну, это счастье наблюдать за этим. После этого я перевелась в том же детском саду работать воспитателем в логопедическую группу. Мгм. Я до сих пор вспоминаю этот выпуск. Это мой первый выпуск, мои первые дети. Самые замечательные дети на свете. Мгм. У меня слов не хватает, когда я о них вспоминаю, мне всегда хочется плакать. Когда они выпустились, для меня это было как будто я собственных детей выпустила куда-то в жизнь, Мгм. как будто они все улетели, и у меня был синдром опустевшего гнезда, и до сих пор не могу прийти. Ой, как бы не расплакаться, давайте переведем тему. Давайте переведем тему, да. А сейчас вы чем занимаетесь тогда сейчас? Вы В январе студентка. этого года я оставила свою работу, уволилась для того, чтобы продолжить учебу в Якутском музыкальном колледже, куда поступила в сентябре прошлого года. Мгм. Вот. Я это сделала, можно сказать так, по приколу. Так, Да. вы приколистка? И Мы поступила. тоже иногда тут прикалываемся. На самом деле это было, ну, для многих очень странным как бы решением с моей стороны. Все спрашивали, зачем? Тебе же 34 года, у тебя там и работа. Ты куда, да? Да, совсем что ли делать нечего. Ага. Может быть, я таким образом переживаю кризис среднего возраста. Ага. Возможно, но, скорее всего, нет. Мгм. Я сама просто человек такой. Я говорю, вот когда я туда поступила, когда я узнала вот результаты, я такая вспомнила сразу все вот эти вот мемы, все приколы, стала как американка 90-летняя, которая поступила в Гарвард. Действительно, для меня это было прямо таким событием в жизни. Я поняла, что чем дальше, тем больше, и я сама строю свою собственную жизнь, свою судьбу. Я не хочу как бы жить по чьей-то указке. Что так правильно, что так Да, вот, якобы допустим, неправильно. почему ты увольняешься, а как же стаж, а как же пенсия твоя будущая и так далее, и так Ну, далее. жизнь одна вообще. Жизнь Надо думать об этом, и что думать нужно о том, что Лопатку завтра она может... силиконовую. Еще раз? Силиконовую лопатку. Силикон. А я совсем забыла, вот так и Да, за да. разговорами. Во. Ой, Ой, почти успели. почти. Ну, все нормально же? Ну да, она сейчас схватится. Ходи вторую. Давайте это Тоже. уже можно, в принципе, наверное. Это схватится. Вот, видите, да, я готовлю без масла. Так. И это нормально. Это более чем нормально. И, ну, и у вас сковородка специальная какая-то. Да, бабушкина, спасибо бабушке. Антипригарная. Да, Можете как поле через бабушке привет передавать. обязательно передам, наверное, в конце передачи, конце иначе передачи сейчас опять да, понесет да. не в те Да, дебри. я вам дам слово и прочее. Так, Итак, вы студентка первого курса. я студентка первого Да, курса. и сложно было поступать? Поступать? Кроме того, что, ну, вы говорите, там, в таком возрасте и все прочее, ну, какой-то такой шум стоял, говорите же, да? Да. Вообще. На самом деле нет. Там был творческий экзамен для поступающих без музыкального вообще как бы образования за плечами. То есть у меня нет никакой ни школы, там ничего. Мгм. Я просто Просто пришла. есть желание и все. Да, есть ну и желание. умение петь. Ну, Ну, то есть вы почему? считаете, Я что- пришла научиться петь. Но вы же все равно же, там, для того, чтобы поступить, нужно же как бы спеть. Да.
Ну, я спела, как чувствовала, одну из своих любимых песен Бруно Семен. Марс. Вот показывают, чтобы, да. Ага. Да-да-да. Бруно Марс. Да, Бруно Вы и Марс. английский знаете, получается. Английский я знаю на таком уровне, как бы в школе научили. Ага. Hello, I am Maria, Да. I'm from Лондон язык Якутск. капитализма, Да, говорит да, вроде. да. И так далее. Вообще я боялась петь на английском языке песни всегда. И когда я пришла к педагогу по вокалу, она говорит, да ну ты брось, типа, все научишься. Я первую песню выбрала на русском языке, потом вообще стала выбирать на английском. Мгм. Оказалось, что мне их проще петь. Даже. Да, Мгм. вот как-то так Ну, получилось. мы, якуты же вообще очень талантливые. Говорят, у нас даже нету практически акцента, когда мы говорим на тех или иных языках. А я не якутка, и якутский язык я не знаю. А, да, простите, пожалуйста. Да, А кто да. вы тогда по ценности? И, кстати, да, вот Я... фамилия ваша Можно очень мне такая- тарелочку, пожалуйста? Я вот вам А, положил. вот она. Фамилия. Это от мужа? Нет, фамилия у меня от моего прадедушки. Так. Он с Колымы, из Черского. Но все равно Николай есть Иванович Таврат. Таврат. Да, Откуда деятель фамилия? политический. Фамилия вот она Чукотская. Ага, Мгм. но все равно Фамилия. северные. Тогда не будем говорить, что вы якутка, но мы как бы мы Да. северные. Талантливые люди. Сама я родилась в городе Якутске, но Мгм. корни у меня, да, северные. Мгм. Вот. Следующая партия. Конкурс уже позади ж, да? Да, конкурс Да, позади. Конкурс уже позади, и сейчас уже оглядываясь, довольны выступлением своим? Более чем. Я была такая красивая, вы видели? Мне прямо очень понравилось. Как бы, не знаю. Страх сцены, он присутствует всегда. Это нормально. Конечно, он присутствует. Предстартовый Я мандраж прямо и всё очень прочее. волновалась. Я Ага. не знала. Но когда я вышла, у меня просто вообще все, Функ, как будто. да. Ага. Хотя вот когда в первый раз я участвовала, меня трясло. И говорят, это прямо видели все, это чувствовалось через экран, что я очень волновалась, переживала. Но потому что я думала как бы о том, как бы не забыть там слова песни. И я забыла их действительно. И у меня какой-то бзик случился. Но я быстренько вывернулась, и там буквально 2 косяка таких слышно, где я забыла, но я продолжаю петь. Мгм. А тут эта песня просто одна из моих любимых. Я прямо кайфую, когда я ее пою. Мгм. И поэтому мне даже было все равно, там, что мне скажет жюри, там, проголосуют за меня там, или нет. Я просто ее спела, и я Наслаждались процессом. да, и я в Мгм. таком образе была. Просто никогда в таком образе не бывала, и мне это очень понравилось. Мгм. Вот. А кто создавал вот образ? Вы говорили, что вы очень красивая и все прочее. А вот образ мне Да. создала мастер на все руки, мой персональный тренер Айталина Яковлева. Вот, да. она- Тренер, Да, тренер. которая вас тренирует. Которая меня тренирует, которая ведет меня по питанию, которая Так меня она- так она- красит, Так причесывает. еще и все это делает. Да, все делает. Ну, вообще Она человек умеет оркестр. делать все. Еще она умеет делать, знаете что, модные кирпичики же делают на кухне из, господи, скажите мне, как называется это? Модные Смесь, кирпичики? раствор. Черепицу? Нет, нет, нет. Тафель? Нет. В Цемент? мешках продают. Радбанд, вот. Ротбанд? Да. Да, ладно. Да, она берет радбанд, Ага. намазывает стену, там чертит эти кирпичики. Она помогала мне тоже в моей старой квартире их А, вот сделать. этот декор делает. Да, декоративный кирпич. А, надо ее тоже на передачу позвать. Вот, обязательно позовите. Это человек просто, не знаю, Мощный. это бомба. Ой, чуть-чуть подгорело, да? Чуть-чуть подгорела, мне кажется, очень у нас. Да. Мы за разговорами, да, мощно, не успеваем, да. но ничего страшного. Нет, может, еще чуть-чуть уменьшить. Не-не, мне кажется, не надо. Да? Или Ну, надо? они у меня обычно другие получаются. Такие Такие, красивые, да? румяненькие. А, ну Нет, хорошо. не такие. А, Я вообще подгоревшую еду не очень люблю. ну, подгоревший вообще нельзя, по идее. Но Юлии Высоцкой, тем не менее, не помешало стать одной из главных кулинаров страны, Да, так что это с нормально. подгоревшими, да? Да. Итак, про волнение. Вы говорили, что вы очень сильно волновались, но я еще знаю, кто еще тоже очень сильно волновался. Прямо вот на съемках, говорят, ваш муж. Ну, Вот конечно. его и эмоции там перехлестывали, и говорят. Да, он говорит, что у него прямо волосы дыбом стали, когда я пела песню. Мгм. Он вообще любит, когда я пою.
Так, Вот. повезло. А я бы хотела, чтобы он для меня спел, но он не поет мне. Мгм. Ну, это же классно было бы так, знаете, такая... Друг другу. Да, семья, вот Семейный я концерт, тебе да? спела, ты мне спел. Вот. Мгм. Ну, не поет. Пока не поет, пока не поет. поет. Ну, вообще поет он? Обязательно споет. Он? Да, конечно, поет. Может что-нибудь спеть. Все поют. Все поют. Голос, как говорится, же есть. Конечно. Да я вот тоже не понимаю, когда человек говорит, да, у меня ни слуха, ни голоса. Я говорю, ты слышишь, как я говорю тебе? Да, ну вот все, слух есть. Разговариваешь, голос есть. Да. А Ну, все то есть остальное, да. вы из тех людей, которые считают, что каждый человек может петь. Конечно. Ну, плохо, но может. Плохо, но может, конечно. А чё? Ну, когда я начинаю петь, обычно говорят, пейте, перестань. Они Да. завидуют. Да, может быть, завидуют, я не знаю, но говорят, что как бы это не очень хорошо, и говорят, ну, лучше перестань. А вы считаете, что все люди могут петь? Ну да, а почему нет? Кто вообще сказал, кто создал эти стандарты, что вот ты поешь красиво, а ты поешь некрасиво? У тебя внешность красивая, у тебя некрасивая. Все относительно. Конечно. Здорово. Как у нас много получается. Мне сказали, что вы в анкете указали, что одно из хобби ваших любите фотографировать. Да, я очень люблю фотографировать, но я не профессионал, ничего. Я просто могу вот идти по улице, и Что-то вдруг увидеть? так красиво стало. Не знаю, просто сама атмосфера какая-то Ага. такая волшебная, интересная. Там солнце красиво светит, Берете айфон, листочек начинаете красивенький висет, или там милое насекомое пролетело. Мгм. Я обязательно это сфотографирую. Я не знаю, оно вот потом у меня в телефоне хранится, это фото. Мгм. Где-нибудь публикую, там люди тоже говорят, вау, как красиво. Вот, люблю фотографировать людей, прямо обожаю. Но вот мои друзья мне тоже говорят, что я очень хорошо фотографирую, что с собой можно и не брать профессионального фотографа там на фотосессию и так далее, можно и самому на телефон сфотографировать. Мгм. Но мне нравится видеть людей, мне нравится делать их красивыми, то есть не то чтобы делать их красивыми, да, а показывать их сущность, какие вот они есть. Ну да. Прямо ловишь и так красиво. А вот меня никто не умеет фотографировать, вообще никто. Ну, мы в конце передачи сфотографируемся, посмотрим. Обязательно. Хорошо. Да, ну на память хотя бы Ага. сфотаемся. В салат Посмотрим. можно добавить уже хмели сунели, Добавил. а уже Масло добавили. тоже, да? И масло Да. тоже. Ух ты, уже готово. А посолили? Да. А Замечательно. мы уже доготавливаем наши панкейки. Да. Вы уменьшили огонь же, да? Да. Так, Мария, расскажите вот про ваши тренировки. Как вы поддерживаете форму? Чем вы занимаетесь вообще? Вообще, раньше я занималась возле дома у нас была, не помню даже, как уже называется, Мгм. фитнес-студия. Я ходила просто на фитнес. На фитнес? Да. Ну, то есть вы там Буквально, может Что-то. быть, полгода походила, бросила. Потом я съездила в отпуск. Мгм. Муж А с меня какой целью- вот пофотографировал. первый раз с какой целью пошли туда? Обычно, ну, как бы это не секрет, все идут туда сбросить вес. Ну, Так? нет, я была тогда худая, вообще тощая, как палка. Тогда вы какая сейчас? Вы же худая. Ну вот, а тогда я просто была после родов, не знаю, мне, может, хотелось просто общения какого-то. Мгм. Просто, То есть за компанию пошли? да, можно так сказать. Многие так идут, кстати. Мгм. Давай вместе, давай. Вот с понедельника и начнем. Обычно же так. Скучно было, Ага. и плюс там тренер, вот это как раз-таки та самая девушка, она моя подруга, я Стала. пошла к ней, да. А, или она уже была Она уже подругой? была тренером, да, и групповых программ, и я к ней пошла туда. Потом на долгое время я об этом забыла, объедалась как могла, вообще прямо жизнь в кайф. Я еще такая говорила, какая разница, какого я телосложения, мне и так хорошо, я вот зато ем, что хочу. Вот. Но на самом деле это самообман. Никому не нравится его тело. Мне нравится. Вам нравится ваше тело? Да, я каждое Серьезно? утро встаю, смотрю на себя в зеркало и говорю, красавчик, иду дальше. Да, но видите, вы какими-то этими техниками видимо, работаете, Да. то, что вы себя уговариваете, там, убеждаете, там, да, я шучу. На самом деле, да, вы красавчик. Спасибо. Я говорю, тебе еще тем более 49 лет, а ты вообще красавчик. Я говорю, Ничего себе, я думала, мы где-то рядом. да, нет, я старый. Нет, не старый, Ну, старее, то есть имею в виду. чем я. Старше, я имею в виду. Ну, хорошо, так. Ну, про вас. Мгм. И Вот. дальше, что было Мгм. дальше? Потом я про это, говорю, все забыла, объедалась. И потом я съездила в отпуск в Приморский край. Муж Мгм. меня пофотографировал.
И я поняла, что я не могу эти фотографии выложить в свои соцсети. Мгм. Ну, то есть, как бы что-то где-то, что-то не то, как будто. Смотрели же? Самоирония. «Мадагаскар» смотрели мультик? Кажется, да, да, Вот, там была такая замечательная бегемотиха. да. Ну, вот это примерно я. Вот. Жизнерадостная. Ага. Жизнерадостная. Жизнерадостная. Да. Ну, примерно вот ее я себе и напоминала. Мгм. И как приехала, я уже сразу написала тренеру, говорю, вот все, я уже больше не могу так жить. Хочу не быть бегемотом, а хочу быть жирафом, например, хотя бы. Да, Так. она меня с радостью, конечно. А, еще осталось. Давайте Чуть-чуть, да. дожарим. Она меня с радостью позвала. Yes, созрела, сказала. Да. Мгм. А созревала я долго. Пришла и начала работать. 8 месяцев я ходила на фитнес-интенсив. Так. Даже не то, чтобы... Я похудеть похудела, но представляете, я сбросила всего 2 килограмма лишнего веса. Мгм. Я весила где-то 53-54, стала весить, сейчас у меня стабильный мой вес где-то 51,5. Мгм. Вот. Ну, то есть где-то вот все вот стало. Да. А потом у меня вес встал, развитие тоже остановилось, и я решила пойти в спортзал уже, в тренажерный зал, Мгм. заниматься уже на тренажерах. Мгм. И- Уже с весом. Да, уже с весом. Мгм. Да. То есть вы еще и сильная. Еще и сильная. Да. Так. ладно. Таскаю сама бутыли, могу поднимать, там с Вау. водой вам поменять, если нужно. Мне очень нравится. Тоже там спрашивают, а что на соревнования так не пойдешь? Ну, я недостаточно гибкая для этого. Там это же нужно прямо выгибаться сильно, иметь красивую спинку, осанку. Этого пока у меня нет такого навыка. Возможно, когда-нибудь. Я не говорю, что я этого не буду делать никогда, потому что никогда не говори никогда. М. Всему свое время. Можно, как говорится, и созреть, да? Через какое-то время. Да. Мгм. А так внутри своей группы мы проводим такие конкурсы. Допустим, сейчас у нас тоже идет на лучший результат. У кого там лучший результат будет по похудению, там, по набору массы, наоборот. Как бы у кого очень красивенькое тело будет после сушки. Вот. М. Призы у нас тоже замечательные будут. Это денежный приз один. Мгм. Второй приз это будет у нас фотосессия. Мне бы, кстати, очень хотелось фотосессию спортивного плана. Хочу посмотреть на себя с другой стороны. Мгм. И еще один приз – это 12 персональных тренировок с нашим тренером. Ну, так как тренировки персональные, на самом деле, это очень дорого, но оно того стоит. Мгм. Ну что, друзья, Давайте пробовать. как мы назовем наше блюдо? Гречневые панкейки с Салатом а-ля грузинский. а-ля Ну, грузин- почему а-ля грузинский? Потому что в нем изначально должна была быть говядина. Но говядина для меня сильно жирная. Мгм. Я И предпочитаю вы ее есть заменили курицу. на ПП-курицу. Да. Отварную. Да, все верно. Приправили с чем-то. Вкусно. Лимонное оливковое масло, Мгм. хмели сунели, соль. Вам нравится? Честно. Честно, да. А вам? Мгм. Ну вот. Здорово. Здорово. Спасибо большое, Мария, за панкейки. Я сейчас обязательно вот так вот панкейк возьму. Чуть-чуть необычно для меня, но вкусно. Вот да, сахара же много. Но это, Много? но это не сахар, Это не сахар. но она сладкая. Это уже практически как к чаю можно, как десерт. Мгм. Да? Да. Надо же. Теперь надо запомнить. Эритритол. Наше время потихоньку заканчивается, и у нас такая добрая традиция есть. В конце нашей передачи, пожалуйста, Мария, на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Во-первых, хочу сказать спасибо, что пригласили меня на эту телепередачу. Я рада была поучаствовать, мне очень понравилось, зовите еще. Я могу вам еще гостей привести. Да. А также хочу передать всем привет, всем, кто смотрит эту телепередачу. Питайтесь правильно, вкусно, живите счастливо, в достатке и желаю всем любви.
Мария, еще раз большое спасибо. Я вам, друзья телезрители, я вам скажу, что сегодня у нас в гостях была финалистка второго интерактивного песенного телевизионного конкурса «Вот это да!» Мария Таврат. Правильно же, да? Да, все. Да, спасибо еще раз большое. Семен Тарбахов, я Петр Цупанди. На этом, друзья, мы с вами прощаемся. Будьте здоровы и кушайте, как мы. Всегда просто вкусно. Будьте здоровы, друзья. Да.